А в эти минуты в Доме дружбы народов Кулаковского в столице проходит гала-концерт, посвященный 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Наш корреспондент Денис Тишин находится на месте событий и готов поделиться подробностями. Денис, что за программа представлена на мероприятии? Здравствуйте, Василий. В эти минуты в мраморном зале Дома дружбы народов выступают победители республиканского конкурса «Народы читают Пушкина». Это и отдельные коллективы, и отдельные исполнители, владеющие сценическим мастерством. Здесь представлены такие произведения, как «Руслан и Людмила», «Полтава» и сказка о попе и работнике его балде. Надо сказать, что организаторы подготовили в этом году, кроме конкурса и гала-концерта, еще и городской бал Пушкина. Денис, а как проходил конкурс? Какие произведения Пушкина читали участники? Напомню, конкурс проходил в 3 этапа с 8 февраля по 19 апреля. Участники должны были продемонстрировать четкость речи, выразительность, знание текста, а также актерское мастерство и сценическую культуру. В конкурсной программе, еще раз повторюсь, были всем известные произведения Пушкина. И давайте послушаем, что говорят сами участники. Конечно, Пушкин – это наше достояние, и невозможно не знать его стихотворений. И действительно, он учится легко, и для каждого найдется стихотворение, которое ему по душе. Мне было легко, это было нетрудно. Я прочитал, это были стихотворения Пушкина. Там была зима, весна, осень и лето. Организаторы уверены, конкурс поможет развитию, сохранению и поддержке русского языка как общенационального достояния народов России. И это самым тесным образом связано с годом консолидации, который объявлен в республике в этом году. Василий? Да, Денис, спасибо. Я напомню, что на мероприятии был наш корреспондент Денис Тишин. А днем в столице в честь праздника прошел парад двойников Пушкина. Кто стал лучшей копией русского гения и чем еще удивили гостей, расскажет наш корреспондент Анастасия Кобызева. Идет направо, песень заводит, налево сказку говорит. Пока историки спорят, брюнетом или блондином был Александр Сергеевич. Здесь Пушкины на любой цвет и вкус. Но лучшим, по мнению зрителей, стал Мухаммед Ахмед, студент из Египта. Русский язык он учит всего полгода, но уже без труда цитирует великого классика. Я встретился с Натальей на балу в декабре 1828 года. И когда увидел ее в первый раз, голова у меня закружилась. Это милое, чистое, доброе создание. Душу ее я люблю еще больше красивого лица. Будь одна из вас ткачиха, а другая повалиха. В день 220-летия со дня рождения великого русского поэта студенты-иностранцы сыграли отрывки из его произведений. Сказка о царе Салтане, Бахчисарайский фонтан и цыганы. В царя Салтана перевоплотился студент из Китая. Говорит, играть было несложно, ведь с творчеством Александра Пушкина он давно знаком. Раньше мы в Китае изучили русский язык, конечно, читали Пушкина, сказки и так далее, потому что Пушкин – это великий человек. Алиса Юй сыграла царицу. Девушка признается, она точь-в-точь похожа на свою героиню. Она скромная, нежная, умная, красивая женщина, как я. Годы и столетия гению не помеха. Александра Пушкина знают и любят не только в России, но и далеко за ее пределами. А интерес со стороны иностранцев это еще раз подтверждает. Анастасия Кобызева, Семен Семенов, Якутск.